Сегодня продолжаются наши региональные пресс-туры, организованные в рамках Национальной конференции благотворительности. У нас в программе сегодня освещение проектов фонда по Алматинской области, а также города Алматы. По Алматинской области фонд уже реализовал 20 проектов и программ на общую сумму 10,5 миллиардов тенге. А по городу Алматы это 21 проект на сумму 21,5 миллиардов тенге. Хотела бы сделать коротенькую вводную часть, вообще для чего мы с вами здесь собрались. Наш фонд создан в 2022 году по поручению президента Республики Казахстан. С тех пор мы оказываем благотворительную помощь в рамках проектов и программ. На сегодняшний день уже фонд реализовал более 120 программ, в том числе в Алматинской области и в городе Алматы. Сегодня мы вам покажем очень маленькую, но не менее важную часть нашей работы. То есть это будет сегодня у нас 3 проекта. Первый, мы сейчас с вами находимся в реабилитационном центре Алжолы. Второй объект – это у нас будет место, где изготавливают протезы инновационные для граждан нашей республики. И также третий объект – это Казахский национальный институт онкологии и радиологии, который занимается онкологической помощью населению. У меня дочь с диагнозом церебральный паралич. Ей уже на сегодняшний день 28 лет. Рождение дочери мы боремся с этим заболеванием. Да? В 2014 мы основали фонд для того, чтобы помочь другим детям, так как нам удалось свою дочь поставить на ноги. 10 лет и уже стала ходить. Мы набрали немного опыта, стали обращаться другие родители, чтобы мы помогли им, их детям тоже чем-то заниматься, потому как они были в 4 стенах. Принимая новых детей, мы столкнулись с проблемами, которые для нас было неожиданностью. Эти дети не говорили, они не могли ходить, были большие проблемы, не умели читать, то есть разные проблемы. И с того времени мы открывали кабинеты. Поначалу подключали логопеда, массажиста. Количество их настолько увеличилось, что мы не могли позволить себе снимать в аренду. Тогда обратились к своим друзьям, наши друзья к своим друзьям. Таким образом мы построили в 2017 году первый центр, 2 этажа, 340 квадратов. Ожидали, что в порядке 30-50 детей придет, но в первый же день пришли 150 детей. И это стало нашей основной проблемой, что здание маленькое и практически мы не вмещались. Через 2 года нашей работы присоединились еще люди, которые желали помочь. Адильжан Туяхбай нам купил этот участок. Он подготовил проект для строительства, и в то время к нам пришел Кайрат Жолдыбайұлы Сырымбектау, с чьей помощью началось строительство. Далее уже к нам пришли люди. Сбор шел со всего Казахстана. Здесь были и меценаты, и были компании, были обычные люди, госслужащие, принимали участие все, то есть даже сбор шел по 100 тенге. Этот центр является единственным в Казахстане, который находится, во-первых, в сельской местности и который построился путем народного пожертвования. Также очень большую роль сыграл в нашей жизни это фонд Казахстан Халкана, который поддержал проект полностью, оснастил инновационным оборудованием в порядке 1 миллиарда тенге. На сегодняшний день, благодаря Халкана фонду, дети принимают непрерывную реабилитацию, улучшают жизни свои, свое здоровье. А также мы более чем уверены, что сможем на этом оборудовании помочь еще 1000 детям со всего Казахстана, которые приезжают к нам изо дня в день. На учете 288 детей, 876 ребенка с января месяца по сегодняшний день мы уже приняли. Непрерывно, ежедневно приходит до 200 детей. На каждого ребенка дается карта, дорожная медицинская карта, по которому он принимает услуги. Карты, они по цвету разные, для того, чтобы определение было самого диагноза. Уверенность шага появилась. Да. Как навык ходьбы, как говорится, возвращается.
примерное ощущение, когда в ванне, в этой иммерсионной, состояние, как будто у мамы в утробе. Вот. То есть у него очень хорошие результаты. Отсюда, когда с ЦП дети получили иммерсионную ванну, они уже идут дальше на ЛФК-зал. У нас диагноз ЗПР и РАС, типичный аутизм ставят. В этот центр мы ходим с начала 2024 года. По приходу в этот центр мой сын, как бы сказать, у нас не было речи, мы не разговаривали. Очень была сильная агрессия, нервничал, психовал. По приходу в этот центр у нас появилась речь после ТМС. Хотелось бы поблагодарить наш центр за то, что он есть, существует. Очень рады, что мы попали в этот центр. Огромное всем спасибо. Меня зовут Нурахметов Мухаммед Азиз. Я являюсь выпускником данного центра. Я с 2014 года посещал этот центр. У меня диагноз сахарный диабет. В связи с сахарным диабетом у меня нарушение зрения. Я являюсь спортсменом-паралимпийцем по легкой атлетике и лыжным гонкам. Неоднократный призер, чемпион Казахстана, участник международных соревнований по легкой атлетике. Сейчас я хочу, чтобы такие дети, которые имеют ограничения, они стали полноценными членами общества, потому что я знаю, что это возможно. Сейчас мы с вами находимся в ТО Medicare International. Это наши партнеры по программе обеспечения инновационными протезами. Эту программу фонд Казахстан Халкына реализует с 2022 года, то есть это является одной из первых программ фонда. За 3 года было приобретено 213 протезов для 196 людей. Из них это 66 дети. Общая сумма оказанной помощи составляет 1,4 миллиарда тенге. В рамках этой программы нашими партнерами является не только ТО Medicare International, а с 2022 по 2023 год партнерами являлись ТО Фармас. С 2024 года по сегодняшний день у нас появился второй партнер, это АО Республиканский протезно-ортопедический центр. В целом по Алматинской области мы выдали протезы 20 людям, а по городу Алматы это 24 человека. Меня зовут Самат Сортов, я являюсь исполнительным директором реабилитационно-протезно-ортопедического центра Medicare International. С 2022 года мы сотрудничаем с фондом Казахстан Халкына в рамках программы протезно-ортопедические изделия для детей и молодежи до 29 лет. На сегодняшний день мы изготовили протезы рук и ног на 162 пациента. Из них 72 это бионические, это электронные протезы с малой моторикой, механические, двухканальные, четырехканальные протезы. В данном здании у нас расположен стационар, офис и тут же на месте производственный цех. Данная программа рассчитана для детей и молодежи до 29 лет. Самый молодой, маленький наш подопечный, так скажем, это пациент в год и 2 месяца было ему. Была травма, мы изготовили протез и сопровождали в течение гарантийного срока, то есть 3 года. Ребенок рос, и, соответственно, мы само протезное изделие корректировали под этого пациента. Это у нас ортопедический отдел. Здесь изготавливаются тутора, корсеты, головодержатели. То есть у нас вот так вот заказ поступает, снимают мерки, и индивидуально для каждого пациента изготавливается ортопедическое изделие. Мен негізі осы жерде протезді, басқа стандартный протез алған кезде алып кеттім үйге, сосын примерно 1 аптадан кейін Қазақстан халқы қоры шыққанын білдім.
сосын соны біліп осы жаққа звондадым, заявканы тастап, сосын маған қайтадан звондады, фонд Қазақстан халқынан таңдау берді. Сосын мен осы Алматы қаласы Медикинг Интернешнлға келіп, бірінші протезімді фондтан алдым. Ол протез екеуін салыстырсақ өте заманауи деп айта аламын мен оны, өйткені осы протезбен мен киген кезде ыңғайлы киіледі, шешкен кезде ыңғайлы болады. Ремень, бандаж бұрынғы протезде болатын. Бұнда сондай система жоқ. Мұнда вакуумная система, аяғында киесіңді, ол вакууммен ұстап тұрады. Сол жері өте ыңғайлы. Сосын басқа комплектующий болса, стапасы болса, коленный модулі болса өте ыңғайлы. Естественная походка деп айтылады, сол сияқты болады. Өзің қалай ыңғайлы болады, солай жүресің. Сол өте айырмашылығы өте зор екі протездің. Сосын сол жаңағы Қазақстан халқы протезімен мен уже мне 4-ші жылы болды. 4 жыл ештеме сынбай, бұзылмай, сол әлі сол протезбен жүрмін Қазақстан халқы арқылы. Сейчас мы с вами находимся в Казахском национальном научном институте онкологии и радиологии. Это является нашим основным партнером по реализации комплексного плана. Сейчас онкологические заболевания занимают 3-е место по структуре смертности Республики Казахстан. И в этой связи Общественный фонд Казахстан Халкына принимает участие в реализации комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями с 2023 года. Фонд принимает участие в комплексном подходе. Это у нас приобретение лекарственных средств, это таргетные препараты, 15 наименований. На сегодняшний день уже обеспечено 1500 пациентов на сумму более 23 миллиардов тенге. Второе направление – это приобретение онкологического оборудования. На сегодняшний день фонд приобрел уже 6 линейных ускорителей для 5 регионов. Также до конца следующего года планируется оснащение 2 центров линейными ускорителями. И третье направление – это обучение онкологических специалистов. В прошлом году обучено 13 специалистов Казахского национального научного института на сумму 13 миллионов тенге, а также другой центр республиканский, это научный национальный онкологический центр, тоже было обучено 13 специалистов на 32 миллиона тенге. В прошлом году было поставлено 6 аппаратов, что уже позволило добиться охвата лучевым лечением до 60% пациентов подлежащей группе, что на 21% выше предыдущих лет. Это очень большое достижение. Кроме того, надо сказать, что все современные аппараты оснащены искусственным интеллектом, и на них мы дополнительно проводим стереотоксическое лечение, гейтинг, адаптивную лучевую терапию и 4D лучевую терапию. Все эти новшества позволяют лучевому пучку более точно доходить до пораженного органа без контакта со здоровой тканью, оказывать наиболее щадящее и наиболее высокоточное лучевое лечение. Чем это отличается от других, также продвинутых и технологичных линейных ускорителей? Здесь, во-первых, изменен многие функции, все передано в управление искусственного интеллекта. Это нам позволяет проводить самую современную методику лучевой терапии, так называемая адаптивная лучевая терапия, когда до, во время и после лечения мы можем под проходящий радиационный луч оптимизировать или адаптировать те органы и ткани, которые попадают в зону облучения, то есть уменьшать их, сдвигать. Это все в процессе обучения. Это нам позволяет выполнять основной принцип лучевой терапии: максимальная доза на опухоль, минимальная доза на окружающие здоровые ткани. У нас сейчас в Казахстане в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи население имеет возможность проходить скрининговые обследования. Есть 3 программы. Это скрининг на раннее выявление рака молочной железы. Проходят женщины в возрасте от 50 до 70 лет, более расположенные. Также есть программа на раннее выявление рака шейки матки и на раннее выявление колоректального рака, который проходит как мужчины, так и женщины, также в возрасте от 50 до 70 лет. Скрининговое обследование проходит в поликлинике по месту прикрепления. Как только подходит ваш возраст, поликлиника начинает обзванивать, информировать о том, что вам необходимо подойти в поликлинику и пройти скрининговое обследование. Это очень важно в лечении любой патологии, очень важно, когда она своевременно выявляется.
Я Абдрахманова Базаргуль Кульбаевна, я приехала из города Актюбе в Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии. Я поступила сюда, на данный момент я принимаю лечение здесь вот на этом уникальном оборудовании. Что самое главное для пациента, это что процедура была безболезненной, правильно? Вот эта процедура совершенно безболезненная, а именно она точечная, не поражает другие участки, именно идет в точку. И вот, пользуясь случаем, хочу поблагодарить администрацию Казахского научно-исследовательского института вот, за такое вот решение приобрести такое оборудование. Я считаю, что это уникально. Меня зовут Насреддинов Тимур Султанович. Я являюсь руководителем операционного блока Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии. И хотел бы сказать пару слов о нейронавигационной системе, которая была куплена в рамках проекта «Казах Халкына» именно в нейрохирургическое отделение нашего института. За вами нейронавигационная система, которая помогает производить очень точные операции безопасно для пациента.